музея. Музей Калеви Поега, который находится в Игевама, и музей Юхана Ливи, который в Тартума. Но они недалеко друг от друга, и все это причудие. Aga teil, kui meil on aega, ma arvan, et aega on, sest me külastame teiega Mustvee promenaadi. Мы ei käinud seal. На обратном пути, думаю, что у нас будет с вами сила и время, мы посетим променад Mustvee. Мы там еще не были. No siis vaatame, missugune ilm on, missugune meie tuju ja jõudu. Посмотрим, как настроение, погода, ну и так далее. Vaata, kui ilusti iga kännu peal on isegi lillekesed. Ronige sinna peale, ma teen visiitpoolt teile. Ei, lähme teisele poole, jah. Taevatähed, Karu-Kaare. Rohutirts, kotkas. Дерево написано сверху, но может быть смола. Поднимем взять. Натуральное дерево. Это нам все покажут. Экскурсовод. Это может быть старый. Может быть, это старый или реставрировали. Будут делать здоровые. Ой, Сергей нас тоже. Сергей, снимай Аймену и это, чтобы Айме пришла. Ты на Аймену фотографировал? Все фотокорреспонденты. Слушай, что тут?
Бани не будет стыться? А? Бани. А там не баня. Баня. Там просто такая. Право? Ты еще как Коля. Это что, скрытие? Ну, это как бы баня, вот которая бак стоит с горячей водой. Мы уже намылись. Ясно. А? Иди сюда. Сережа, уже кит пришел. Ei ole mitään. Vahepeal oli, että elektrivokit olid ka myynud. Ei, poseerimise eest peate maksma mulle nüüd. Oi. Oi. No ei, работай. Чтобы это уметь сделать. А потом один мужик взял и 2 мешка цемента купил и делали. Kas siin põrguväravad ka kuskil on? Siin ei ole. Siin ei ole. Väljas ei ole. Väljas ei ole, jah? Ei ole. Jah, keegi küsis juba, jah. Ei ole. No mõningaid lauseid, mis on nii raske, võite ikka eesti keeles ka mõne sõna öelda. Oi, ma pean. A teate veel, кто заведешь у вас? Вот, главное. Ja tehke niimoodi, mina ei saa teha liiga palju помещения, что я, если что-то там посмотреть, это невозможно. Tehke eesti ja vene, 15 estonska группа, 15 vene группа. Добрый день, tere tulemast. Это Kalevipoja музеум. И такая история, что этот музей, я говорю сперва по-русски, я уже извинила, что я живу 20 лет здесь, но я очень хочу по-русски говорить, потому что никто здесь не говорит по-русски. А потом строить. И вот они как-то делали, у кого лес был, эти делали бревна, у кого лошади были, то таскали бревна сюда. И 2 года строили этот дом. И когда уже осенью готов был, тогда 65 человек, девушек, мальчиков. Так что за эти годы, 72 года, школа работала. И за это время 958 человек получило здесь образование. А в 2001 году школу закрывали, просто не было уже детей. Ну, в классе 2 человека или так, и уже там, например, там 4-5 класс вместе. И как-то делали, что надо закрывать. И это была такая политика, везде маленькие школы закрывали. А местная учительница, она живет просто за этим там, домом 100 метров. Она стала все эти вещи, что в школе были, и стали всякие предметы, ну, глобусы, там, ну, все написали на все себе. Я отнесла. И я не знаю, как нам опять он за нами гонит. И я не знаю, как это трудно было, но она достала разрешение открывать здесь это музей. Это все-таки первый музей Kalevipoeg. В Эстонии больше ведь нет этого. И сперва на первом этаже была библиотека, были вот эти предметы, что остались от школы. Были всякие, ну, одежда, пионерские, там всякие, как у нас это,
безопасность была. И вот это здание, Дом культуры. И тоже вот это заведующая первый этаж сделала порядок. Лестницы, ну это паркеты, все окнами надо. Я не знаю, когда будет деньги, что там дальше второй этаж надо делать. Я думаю, что вот это место, что раньше здесь было, вот эти мундиры, всякие доски. Может, туда найдут какое-то помещение. Еще там это, этих домах это старые, все, что наше время, ну, когда мамы жили, какие постели, столы, предметы, ну, кухни. И, ну, может, там еще надо время это как-то устроить, ну, красиво делают. А в этом парке просто парк такой, там все вещи, чем Kalevipojk в книге. То меч, то это топоры, все такие предметы. Потом эта гора тоже денег принесет. Здесь сделали вот это, как дети идут на дерево, и там могут лазить и там кататься. Сейклус-парк, да. И с 12 каждый день работает. И вы видите, здесь такие маленькие будки. У нас такое уже 1 год, каждый четверг. Нет, каждый четверг местные Рынок делают. рынок делают. Местные, А сегодня четверг. да, но это вечером 6 часов. Так что я заведующая Анника. Я договорилась, что половина по-эстонски, половина по-русски. Первая группа будет, я не знаю, эстонская, русская, югская, и потом 2 группы. Я не могу со всеми, так хорошо, места мало. Да, места мало. Все придут, тогда расскажем немножко. Если они заперты, когда откроем, там у нас есть такие старые вещи, чем работали, как жили эти дома оригиналы. Один оригинал, другой попозже построен. И этот большой дом, это мы точно не знаем, в каком году он построен, но мы думаем, что где-то 200 лет назад. И там жил, по-русски, я не знаю, по-эстонски касакас. Это как будто в современном смысле полицейник, который держал там в маленьком комнате такие люди, которые там воровали что-то или пару дней там держали, и тогда стали думать, что с ними делать. И это там все видно, как там кровати, стола, мебель. И Черничкой. Я вот эти люблю. Они так красиво в вазочку стоят. Видишь, сколько лазалок? Всяких. Всяких лазалок сколько. Я ж не хочу. вот, это место. Это мы тогда назад был день, когда убирали здесь. Просто тут были такие маленькие деревья, да, и кусты, да. И тогда нашли такое место. И никто не знал, почему камни такие поставлены кругом. И стали тогда искать информацию. И была одна женщина, которая тогда была 6 лет возраста, когда это построили или поставили сюда, и она помнила, что было место, где поставили огонь, да, День Победы, да.
И тогда мы сделали это снова, и теперь это место у нас есть. Здесь мы, если такое событие немножко поважнее, тогда мы всегда сюда поставим огонь. А питание какое у меня? Только этот свечек. Нету некоторого. Свечку. Да, надо, свечку. и долго. Да. И они так 24 часа даже Да. некоторые. Большие долго заряд. Да. Свечи. Там места достаточно. Мгм. И этот черный, что вы здесь видите, это сделано из лампы. Такие лампы у нас висели в культурном доме. И сейчас, если мы потом пойдем, тоже там видим такие. Но там они покрашены как будто серым. А здесь сделано так, что сделано там стекло и Все еще- подковами. Красиво сделано. Всё Вам повезло, вчера только ходили здесь собирать. Это теперь памятник. 41-45 год. Да, это Раз война шла. да, это военные эти, кто погибли здесь. И такие два камня. Видите, лицо, два лица, и руки женщина и мужчина, женщина и мужчина, вот женщина справа, мужчина. Голова сверху. Я думаю, что я это где-то на ярмарке потом попала. Да, я вас ждала. Я ничего особенного еще не говорила. Просто сказала, что это народный дом. И это сделано так, что около опять 200 лет назад здесь был, по-эстонски знаю, по-русски не знаю, такой каменный дом, где держали картошку, там всякие... Амбар. Не подвал. Амбар. Да, амбар. Печечка хорошая. Классная. Зрительный зал. Отлично. Это есть этот дом, куда построили деревянный. Как это было? Пристройка. Амбар был. Амбар. Вот это есть амбар. А, вот это вот было, и куда пристроили. Это Овощи большое. хранилище. Смотрите, оригинально диваны сделаны. Обычные доски. Когда это камень там видно, целый дом был такой, да? Окна не были здесь. Это сделали тогда. С мечом. Тот старый. Тоже трескается. Время есть, потому что другие еще гуляют. Так что... А то и стоят. Через на голую ногу девать. Да, вы можете, конечно. Здесь выставка о эстонском флаге. Так. Что наверху будет возможность прослушать целый эпос на эстонском языке. По-русскому можно маленькую часть, да? А это эстонский, это 12 часов 16 минут будет продлиться. У нас вчера была здесь конференция, и одна здесь еще так. Сюда можно пройти, посмотреть оригинальный Как красиво. оригинальный рисунок. Копыто какое было. Настоящее какое-то. А здесь можно так, что эта дверь, откуда мы пришли, это закроется, на замок тоже. Про Kalevi poika. И он был
пастором и просто ходил из дома в дом и собирал это песни, такие истории. За мной стоит Калеви Бой. Это, когда художник это рисовал, там не был такой большой рисунок. Но здесь мы видим это Микель Раут. Он очень много рисовал. Мы смотрим на карту Европы, и здесь отмечены все страны, у кого есть эпос. Ну как это сказали, когда у народа есть эпос, значит народ уже взрослый стал. И его как уже поставили на карту Европы, и уже все знают, где Эстония, все знают. Этот Крeutzwald, кто писал эпос, он работал в то время в городе Выру. Там было где-то 500 человек вообще, и он был местным врачом. А в свободное время стал эпос писать. Это какой-то странный интерес, да, чтобы в свободное время такое большое дело делать. А самый первый пример он взял из Шотландии. И вот этот герой был Фингер. Это очень похож на нашего Калеви Бойка. А на самом деле Калевара, это 25 лет до этого уже был готов, и очень много оттуда тоже он как это, смотрел, что там происшествие и что нам надо поставить. Так что это Крeutzwald делал большой прыжок. И тогда вот здесь есть такая картина, что эти сказочные ворота. И это тоже из Калеви Бойк, из эпоса. И вот в свое время, 1868, писатель Якобсон, это его мнение про эпос. Потом 1916 год, опять писатель Тамсаре, как он, что сказал про черта. И надо, чтобы ты был большой или маленький. Ты одел шапку и желал. Это исполнится. Видишь, теперь уходит, теперь приходит. Там еще вторая кнопка такая, что... Медиум, средняя. Это может делать тебе невидимым. Invisible. Ты хочешь, что черт тебе видел, одел шапку и желал свое желание. Теперь эта шапка не видно, исчезла. Эти маски такие, что это все люди, кто в эпосе. И просто мы можем так посмотреть. Видишь, зеленый здесь наверху. Это семья Калеви. Мама, папа, Калеви Бойк, и у него 3 друга. Потому что когда Калеви приехал в Эстонию, тогда, когда у Калеви Бойк были 2 брата, но когда он стал, вот покажет, когда старый Калев прилетал сюда. Дело ведь было так, что это Калев родом из богов. Один сын пошел в Россию, стал торговать, другой пошел в Норвегию, стал викинг, а третий прилетел на орел в Эстонию. И вот теперь... Kui vana Kalev kotka seljas Viru randa jõudis, oli maa juba merest tõusnud. Вот когда он прилетел, земля уже из моря поднимался. Вот такие, здесь это видно, когда это Linda Kalev умер, как она... Kui Linda vana Kalevi kalmule kive kandis, Как это мы знаем, что oli Tallinna Toompea, это могила Kaleva. veel sündimata. А если на видео нажать? Плачет.
Города стал строить, там уже черт как это мечу крадет. И ну, все это. Ой, это наверх, я думала, что... А во сне он видит, как его королем взяли. Сладко спит. Можем дальше или что-то еще смотреть. Первая картина. Видно, когда старый Калев прилетал, ну, скажем, в Эстонию. Здесь он сватает. Линда, это девушка. Но история была такая, что одна дала, пошла по тропинке и утром и нашла курицу, яйцо и ворону. Взяла и притащила домой, поставила их там, где шерсть. И через какое-то время пошла посмотреть, что случилось. Из курицы, из этого тедремуна, яйцо, а такое пятнами, у птицы такой, черная, не знаю, как эта птица называют. Из этого выросла вторая дочка. Это вороны просто служанка. И девушки выросли, первый порядок был, что кто постарше, сперва надо замуж выйти. Пришли эти сваты, луна, солнце, но она вышла за звезду. Тогда очередь второй девушки. Тоже луна и это солнце хотели еще попробовать счастье. Тогда и ветер, и там ветер, и дождь, и короли пришли. Но она сказала, что извините, мне Калев по душе. И здесь, когда сидишь, наушники поставишь, наверное, это второй день, я не видела раньше, будет рассказ. И здесь такие везде, такие ящики. Здесь вопрос, что случилось между этой девушкой и Калевом. И вот это здесь ответ, ну что у них это любовь появилась. А потом какой-то мужик пришел и сказал: постой, не убивай мой народ. И он как-то испугался, что я делаю. И попросил Бога, что я кричу, что посылай сюда очень много рыбы вокруг этого острова, чтобы у людей было что кушать и все. А за это этот местный мудрый сказал, что Калев говорит, не надо дальше ехать, не надо. Если ты едешь, там будет эта дырка в ад. И нет такого места, что конец моря и неба соединяются. И вот там в конце Паллимакской хыбевара, дороже золота и серебра, надо ум признать. Это вот на этом походе он на это пришел. В эту сторону. Вот это. А вы не она, этот меч 2 метра, это его меч. Но они так хорошо сделаны, что этот меч двигается. Это река Кärpa, куда этот меч упал. Päevinte poega, jalaga on ta pistnud jõkke. И когда Калев ступал сюда, этот меч у него ноги. И смотрите, это маленькая показывает, вот как это работает. Ну, техника опять такая. Героический меч короля или героя. Nõnka kohe mõtlema ei, arus nõnda arvama ei. Kas ei enne ise kandnud, mees ei ole mõõgakest, kas ei kohus karistada. Это тот же мужик, кто этот меч носил. Lõikas maha labajalad, pureteli põlvedeni.
очень красивый, большой, ну как это, герой цветочка. И это потом теперь у дверей ада. И он будет там стоять до сих пор. Все враги исчезнут, и он придет на счастье принесет. Потом здесь такие, это пушля. 4 лица из этого эпоса, и время есть, можно эти лица забраться. Здесь вы видите 5 лошадей, 5 лошадей. Первый – это единственный, с кем он землю копал. 3 воевал вечно. Но в одном месте убили, другая лошадь. А это последнее, что стоит там у ворот. И здесь вот такие, там в эпосе были кик, ёжик, ворона. Здесь показано, дети могут вот из этих мост строить, как эти палочки поставить. И помните, ёжик сказал, что вот как там дрался, что нельзя вот так быть, вот надо вот сбоку. И все, всякие растения. Зарабатывают. Там дворец будет. Да. Näet siin Peebi Не говори, тебе еще на кровать не положили. Vaata, kui ilus Peebil on see. No see on juba suurem. Ну, печка современная. Kõik see läheb sinna. Печка великолепная. Выкап из-под земли. On nii lühikesed. Jumal, kas need inimesed on nii lühikesed alati? Me oleme ennegi näinud muuseumides. Ei no võib-olla muuseumiruum ei luba. Voodi asemed on näed, vot selline mul on. Tere päevakene. Mis siin siis on? Uimas maja, jah, vaid ilus voodi. No Viktor, tule proovime voodi. А, карцер. Ты добровольно в карцер вошел? Да. И вот смотри, какие щели. Вот. Ну это мхом затыкали. Да, затыкали мхом и так далее. А птички его уносят. Ну, что ты хотел? Там Саймон просит, кто со мной на вход будет побежать. Виктор, а ты со мной Потом. Mille oli naine kartsas, mille oli mees, jah? Mis kuradi kasakamaja siin ees? Kartsas on, kartser on. Ükskord oli päev oli naine kartsas, teine päev oli mees. Ta pahasti käitus. See peaks olema veel ehtne linna. Vatski palju vanasti ikka maal oli. Кроватка жесткая. Доска стиральная, есть вот такая утюг, который греется. А смотри, какие балки. Oi, kyllä. Nämä vokit. Для разнообразия. Millä toodud Virumaal. kõik, mis on vaja. Lõunamaalt, Läänemaalt. Minul on jätkaa veel muhk. Niimoodi. Jätkame täna. Ja ema kehvras muhk. Да, все правильно. Ох, самокат-то какой. Или лесопед. Да. Лесопед. Так, Сережа, а ты самокат, да, самокат. Сайма правильно заметил, самокат вообще мировой. Вот. Европейский уровень. Вот третий дом еще не был. Запах леса с хозяйственным Третий дом тоже еще. запахами. Такой получается специфический. А тут бар, видишь? И время было много. теперь А это кофеварка. Что? Кофеварка. Это молоко пропускали, и с одной стороны это жидкость, с другой это сепаратор. Слушай, что такое садусы? Это что? Это ну, урожай. слово Вот сад. это руки. Это я понимаю, это равиль, я тоже знаю. Вот сад. Это из них сделано. Вот это уже это крупа всякая, манка. Вот это что с них делать. Да. О, хорошо брать. А вот у нас была такая масла была у нас. А?
Да, у тетки тоже была на свободе.